Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Икшара. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел встречу с кандидатами в члены Общественной палаты по президентской квоте. Обсуждались вопросы взаимодействия палаты с органами государственной власти, а также необходимости усиления ее роли. Глава государства также поддержал идею проведения нулевых чтений законопроектов, в которых могли бы принимать участие представители научных учреждений и Общественной палаты. В части рекомендаций, которые Общественная палата может выдавать как возможности организации той или иной работы с обществом, вопросы, связанные с тем, работой властных структур. Я еще раз хочу, чтобы мы друг друга слышали бы и могли бы работать все вместе на одну задачу – сохранение нашего государства. Практика показала, что деятельность Общественной палаты, не потому что я в ней состою, что она полезна. Другое дело, значит, как осуществляются ее рекомендации, как они рассматриваются, это вопрос, к которому мы будем постоянно обращаться и к вам будем обращаться. У каждой структуры свои задачи и цели, свои функции. У власти одни, у общественных организаций другие. Но наша общая задача – это сохранение стабильности и обеспечение прав человека, обеспечение условий, при которых люди чувствовали бы себя немножко комфортнее, лучше в быту, во всех отношениях, везде и всюду. Указом Рауля Хаджимба членами Общественной палаты по президентской квоте утверждены Гарри Бигвава, Сократ Джинджоля, Гульнара Кичпа, Игорь Лищенко, Елена Лабахуа, Рита Лолуа, Валерий Майрамян, Вадим Мироненко, Сергей Смыр, Альберт Тополян, Данил Убирия, Низам Хапат, Руслан Хашик. 5 ноября Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам экспорта цитрусовых урожаев 2019 года. Глава государства поставил задачи перед профильными ведомствами, включая погранотряды СГБ, Государственную инспекцию по карантину растений, Государственную ветеринарную службу, Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Таможенный комитет, РУП Абхазпродэкспорт, Госкомитет по сельскому хозяйству, Министерство внутренних дел принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного экспорта цитрусовых через абхазо-российскую границу. Глава государства также поручил провести разъяснительную информационную работу по вопросам возможностей, предоставляемых со стороны государства по организации экспорта сельскохозяйственной продукции и формирования размеров платежей при ее вывозе. В первую очередь, с момента начала тех работ, которые связаны с деятельностью продэкспорта, оформление грузов, сопроводительные все материалы, которые должны идти до границы, и чтобы была очень тесная работа, координирующая между таможней, пограничниками и вами. И все то, что касается прохождения этих грузов, должно быть под контролем. Спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Кварчев встретился с полномочным представителем Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике Александром Ватаманом и главой официального представительства ПМР в Абхазии Гарри Купалба. Участники встречи обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Александр Ватаман рассказал о развитии социально-экономической сферы Приднестровья. В частности, обратил внимание на растущий интерес к туристической отрасли. Сообщил об итогах состоявшегося недавно в Тирасполе 7-го Приднестровского международного инвестиционного экономического форума. При этом он отметил, что изменения в инвестиционном законодательстве ПМР и выразил надежду приднестровцев видеть у себя как можно больше инвесторов из Республики Абхазия. Гарри Купалба затронул вопросы взаимодействия в рамках Межпарламентской ассамблеи государств, участников сообщества за демократию и права народа и пригласил Валерия Кварча посетить Приднестровье. Спикер Народного собрания Абхазии подчеркнул необходимость активизации встреч парламентариев и других представителей двух государств, а также перспективность дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой. В завершении встречи Александр Ватаман пригласил Валерия Кварча принять участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 30-летия образования ПМР, которые пройдут в Приднестровье в 2020 году.
С полномочным представителем Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике Александром Ватаманом и главой официального представительства ПМР в Абхазии Гарри Купалба встретился и премьер-министр Валерий Бганба, сообщается на официальном сайте Кабмина Абхазии. Во встрече также принял участие министр иностранных дел Даур Кови. Александр Ватаман передал приветствие Валерию Бганба от председателя правительства ПМР Александра Мартынова, отметив, что во внешнеполитических планах Приднестровской Молдавской Республики одним из важнейших мероприятий значилась бы личная встреча глав правительств двух республик. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам экономического взаимодействия, установления торговых отношений и пришли к взаимному согласию координировать подходы по ключевым и актуальным темам взаимодействия двух стран. К другим новостям. Исполняющий обязанности главы столичной администрации продолжает инспекционные осмотры различных городских территорий. В ходе очередного рабочего выезда Канкварча посетил Сухумскую набережную, а именно набережную Диаскуров, на которой был выявлен ряд нарушений. Канкварча также осмотрел парк «Сказка» и увиденным остался недоволен. Смотрите репортаж Амелии Бисмарк. Утро вторника в мэрии началось с представления коллективу нового заместителя исполняющего обязанности главы администрации Сухума Романа Шоуа. Канкварча отметил заслуги и профессиональные качества нового зама и привел короткую справку из его биографии. Роман Шоуа родился 23 ноября 1976 года в Сухуме. Экономист по образованию, после окончания вуза работал на разных должностях. В 2018 году указом президента был назначен вице-премьером правительства и проработал в этой должности до сентября 2019 года. Сегодня он готов работать с нами, приносить пользу для города, для горожан. И я надеюсь, что он нам в этом, во всех наших начинаниях поможет. Затем исполняющий обязанности главы администрации вместе с коллегами направился на инспекцию в сторону набережной Диаскуров. Указанная территория находится в ведении столичного домоуправления номер 2. Его руководитель также приехал на набережную, чтобы на месте зафиксировать все участки, требующие внимания. Первое, на что здесь указал Канкварча, это неухоженные зеленые насаждения. Олеандр, посмотрите, в каком состоянии он начинает уходить ввысь. Его невозможно просто так привести в порядок. Надо думать, что с ними делать. То есть надо пообщаться со специалистами в ботаническом саде. Да. Можно их формовку проводить, то есть подстригать не в ширину, а в высоту. Оправданность выездного совещания заметна невооруженным взглядом. Специалисты, не отходя от места, обсуждают проблему, которую нужно решить. Все согласовывается и проводятся работы. Как ранее проводились работы по деревьям, если мы видели на проспекте Аяйра и на улице Лакоба. До этого проводились несколько лет назад на улице Воронова. То есть проводилась полностью обрезка омолаживающих деревьев. Такую же работу можно сделать и с олеандрами. Что касается работы зеленого хозяйства, то специалисты данного подразделения активно работают в столице. Однако существует проблема с вывозом и утилизацией отходов. Речь идет об обрезанных или выкорчеванных зеленых насаждениях. Удобно для нас и по деньгам будет намного дешевле все это сделать. Есть стационарные такие, агрегаты, в которые засовываешь все вот эти ветки, стволы, которые будут утилизироваться по городу, подрезаться. Они превращаются в мелкие щепки. Для этого у нас уже предусмотрен полигон и техника. То есть утилизировал, выровнял, расчистил. Оно, во-первых, со временем становится очень полезной вещью, то есть перегной, который потом может любой человек, если попросит, мы можем бесплатно им отдать. А все остальное нам пригодится для подсыпки. Будем решать, надеюсь, президент нам в этом вопросе поможет. Ну и он знает эту проблему. Исполняющий обязанности мэра обратил внимание коллег на санитарное состояние мест общественного пользования. Кроме того, Канкварча отметил, что площадь между Сухумской крепостью и рестораном «Дэм» выглядит удручающе. Когда мы будем заниматься глобальным берегом, естественно, эти все вопросы возникнут. Мы в любом случае будем проект делать, в котором мы обозначим, где что должно быть. Мы, в принципе, готовый проект людям дадим, даже тем же предпринимателям. Да? То есть никого мы не собираемся ущемлять. Наоборот, я думаю, что по этим правилам, если мы будем работать, все будут довольны. То есть там будут учтены и архитектура, и доступность для людей,
и функциональность его. Все эти моменты мы будем прорабатывать. Кан Кварча поручил коллегам привести участок в порядок, починить асфальтное покрытие, убрать металлолом, собрать в одном месте все точки выносной торговли и оборудовать их согласно требованиям внешнего облика городской среды. Ну вот это я навряд ли вы могли такое разрешить. Нет, скажу, что было только разрешение на торговлю. Сами вот эти вот павильоны не прорабатывали, потому что это было уже практически в середине сезона летнего. Поэтому у нас были перспективы, у нас уже утверждены определенные, значит, образцы этих торговых павильонов на следующий год. Утверждены, да, определены определенные места. И вообще, я думаю, что пора переходить на не хаотичные вот такие вот разбросанные торговые объекты, а создать какую-то торговую площадь. Кан Кварча также посетил объект, где в данное время идут работы по восстановлению городского бассейна. Исполняющий обязанности главы столичной администрации уточнил некоторые нюансы, возникающие в процессе строительства. Проект планируется ввести в эксплуатацию в марте 2020 года. Бассейн будет крытым и подогреваемым. Все у нас согласовано со спорткомитетом и даже с комитетом по инвалидам, спинальники. Значит, им нужны морские ванны и закупаем оборудование. Здесь есть спуски, пандусы. Затем инспекция направилась в столичный парк «Сказка». Данный объект состоит в аренде у частных лиц. Однако предприниматели не выполняют законных предписаний и не содержат парк в надлежащем виде. Будем приглашать арендаторов, разговаривать с ними. Если они готовы изменить свое отношение к этим вещам, то мы, наверное, пойдем, как говорится, на уступ. Если нет, мы просто будем расторгать. К сожалению, это дополнительная нагрузка на бюджет будет, но это наше дело. Мы для этого и пришли. Придется нам его тянуть, чистить, приводить в порядок. В любом случае, это в центре города такой уже, как говорится, с именем парк, будем приводить в порядок. Кан Кварча обозначил первоочередные проблемы, которые должны быть решены в короткие сроки. Жизненная артерия – это у нас рынок, да, колхозный так называемый, кроме имени там ничего не осталось колхозного, но все равно функциональность его осталась, и потому тот порядок, который мы необходимо на рынке наводить, мы будем его наводить, потом держать в надлежащем виде нашу набережную и упорядочение всех моментов этих розничных дел, всяких выносных торговли по набережной. Вот это все будем упорядочивать. Республиканского значения дороги, которые есть, обязательно разметки, освещение, обязательно дорожные знаки. Что касается Сухумской набережной, то Кан Кварча продолжит ее осмотр в ближайшие дни. А 6 ноября исполняющий обязанности главы администрации столицы планирует проинспектировать центральный рынок. Амелия Бисмарк, Алексей Быструков, Абхазское телевидение. На площадке Арсмира состоялся брифинг депутата Народного собрания, председателя комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. Темой обсуждения стали предлагаемые депутатами парламента поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Подробности в следующем репортаже. 31 октября на заседании сессии парламента депутаты в первом чтении приняли закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в части регулирования НДС. Законопроект предлагает использовать дифференцированный подход в определении ставок налога на добавленную стоимость в размере 0, 3, 7 и 10%. Обо всем этом подробно депутат Натали Смыр рассказала журналистам на брифинге в Арсмира. Почему мы стали работать над данным законопроектом? Потому что индивидуальные предприниматели приходили и говорили, почему мы являемся налогоплательщиками, почему мы платим в полном объеме, почему мы должны платить за всех. А они платили практически за всех. Наши бизнесмены, которые занимаются оптом, поставкой, они в основном и являются плательщиками этого НДС. Но вот здесь нет социальной справедливости. Простите меня, может быть, опять же, кому-то это покажется неправильно, но вообще налоги призваны быть социально справедливыми. Каждый должен платить свою часть, долю налогов. Это обязательно должно быть так. Также на заседании сессии парламента депутаты предложили не облагать НДСом только товары потребительской корзины. К различным другим товарам, на которые сейчас не распространяется НДС, предлагается ввести ставку 3%, а на продукты питания 7%. А вот представители бизнеса в области туризма, связи и горюче-смазочных материалов, как и раньше, будут платить налог на добавочную стоимость в размере 10%. Мы даем отсрочку платежа 2 месяца. Мы введем систему вычетов
хотим ввести систему вычетов, и мы хотим ввести определение бой, там, порча, вот это все. Потому что многие товары, которые вот на выходе, вот, например, я была живым свидетелем того, что привезли товар кирпичи, половина из них разбита, а НДС уже уплачен. По словам Натальи Смыр, на сегодняшний день перечень товаров, сырья и технологического оборудования, освобожденного от уплаты налога при ввозе и реализации на территории Абхазии, огромен. В связи с этим местные производители в менее выгодных условиях по сравнению с экспортерами. По мнению депутата, кроме того, необходимо создать специальный комитет, который будет контролировать ценообразование на продукты питания и товары, чтобы защитить права потребителей. Я считаю, что надо вот нам создать какой-то антимонопольный комитет за регулированием цен. Мы должны их регулировать. Вот сейчас ГСМ поднимется, в автоматическом режиме все цены на все продукты поднимутся. Россия, вот договаривались по цене на ГСМ, да, чтобы они сдерживали какой-то сдерживающий фактор. И нам надо взять за основу это. Я считаю, что должна быть некая средняя усредненная цена, по которой либо выше, либо ниже, образно говоря, не должно быть. Это правильно, но надо что-то делать, надо создать этот антимонопольный комитет, надо защита прав потребителей, не знаю, но вот что-то такое надо сделать. Данные поправки к закону об НДС приняты только в первом чтении. До их окончательного принятия и внедрения, по словам Натальи Смыр, предстоит большая работа с привлечением представителей всех заинтересованных сторон. Аля Катрапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Учащиеся Сухумской средней школы номер 2 имени Пушкина, пострадавшие от сильного пожара полгода назад, вернулись в свои классы и продолжили учебу в родных стенах. В настоящее время в школе завершена работа. Большая часть работ, однако в центральной исторической части здания ремонт все еще идет. Смотрите репортаж Эсмы Голанзе. После пожара, произошедшего в мае этого года во второй Сухумской школе, более 1000 учащихся были распределены по 2 учебным заведениям столицы. В настоящее время дети вернулись в родную школу и продолжили учебу в прежнем режиме в 2 смены. Однако нескольким классам в связи с нехваткой кабинетов приходится заниматься в 3-й смене. В школе уже работает столовая, а уроки физкультуры до завершения ремонта спортзала будут проходить во дворе. 4 ноября, вот вторую четверть мы начали уже здесь. Мы располагались в школе Альфа, начальная школа вся была. Там приходилось 4 класса, вообще были в 3 смены, занимались. Родителям, конечно, очень сложно было, потому что там даже подвести к этой школе детей довольно проблематично. А с 5 по 11 мы 2 смены занимались в очно-заочной школе. Тоже там условия... Здание совершенно без ремонта. Как вы видите, дети с радостью вернулись, во-первых, в свою родную школу, а во-вторых, условия, конечно, здесь гораздо лучше. Зданию второй Сухумской школы более 100 лет. Оно является архитектурным памятником. В результате пожара сгорела почти вся крыша, а от воды при тушении пострадали учебные классы, кабинеты и мебель. На данный момент большая часть школы уже отремонтирована, но восстановительные работы административного корпуса здания, в котором также располагаются учебные классы, продолжаются. Кроме того, после окончания всех работ в школе появятся и новейшие системы видеонаблюдения и пожаротушения. В сегодняшний момент у нас готово, если это так можно назвать, поскольку готовым мы будем считать все, когда будет готово. Но на сегодняшний момент готовы у нас 2 корпуса. Это корпус А и корпус Б. Мы проводили в них работы в сжатые кратчайшие сроки. Мы понимали, что нужно было запустить детей, поэтому работы в них шли, так скажем, ускоренно. У нас остался не готовый пока еще 1 корпус, так называемый главный корпус, это старый корпус, в котором мы ведем работы. Рассчитываем мы закончить все работы до конца нынешнего года. Учащиеся педагоги не скрывают своей радости от того, что вернулись в уютные и отремонтированные стены родной школы. Мы ждали, когда перейдем в свою школу, потому что, во-первых, мы ее очень любим, во-вторых, было очень больно смотреть на то, как она сгорела, и условия в той школе были не настолько хорошими, как в нашей школе, и после ремонта она выглядит замечательно. Все-таки это наш родной дом, и хотелось быстрее сюда перейти. За ходом ремонтных работ и возобновлением образовательного процесса во второй школе наблюдает Министерство просвещения Абхазии. Согласно всем стандартам идет процесс восстановления. Все нарекания, которые были ранее к этой школе, к самому зданию, были устранены. Соответственно,
качество классов и оборудования значительно повысилось. Осталось практически закончить внутренние работы по одному корпусу. Поступает оборудование учебное, то есть в принципе каких-то сложностей нету. Все вопросы носят такой административный характер, решаются оперативно. Ремонтно-восстановительные работы во второй Сухумской средней школе проводятся за счет средств резервного фонда президента Абхазии. Эсма Голанзе и Нала Гухава, Абхазское телевидение. В рамках российской инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии в Ткварчалском районе меняют опорные столбы и линии электропередачи. Наша съемочная группа вместе с бригадой специалистов Черноморэнерго выехала на места работ. Репортаж Саида Джарсалия. В комплексном плане работ по улучшению качества подачи электроэнергии жителям Ткварчалского района 8 объектов. На данный момент устанавливаются новые столбы и линии электропередачи в поселке Ацхыда. Чтобы провести эти работы, специалисты изначально спилили все мешающие ветки деревьев и подготовили места под столбы и железобетонные опоры. Уже скоро в этом месте будет установлен и новый трансформатор, от которого подключат к сети все близлежащие дома. В данной местности сложный рельеф, и поэтому процесс установки новых опор высоковольтных линий затянулся. После завершения всех работ в этом поселке его жители получат качественное электроснабжение. В рамках этой программы проводится замена старых деревянных высоковольтных опор на железобетонные, а также замена старых линий электропередач. Также установка новых КТП и разводка низковольтных линий электропередач до абонентов. Здесь мы установили около 35 опор, и протяженность высоковольтной линии около 2 километров и низковольтной линии в том же объеме. Работы в поселке Ацхыда проводятся больше недели. Ранее в другой части поселка были также установлены несколько десятков новых столбов. В скором времени для улучшения качества электроэнергии и здесь подключат новый трансформатор. В этой местности около 18 абонентов. С электроэнергией тоже у них проблемы были, потому что старая подстанция, которая была 50-х, 60-х годов, она находилась далеко от абонента. Сейчас мы хотим в центр нагрузки поставить новую подстанцию и распределить по абонентам электричество. В общей сложности в поселке Ацхыда проведена высоковольтная линия протяженностью до 2 километров. Работы по замене столбов и линий электропередачи также будут проходить в селах Агубидия, Акармара, Джантуха, Акварчапан и Речх. После всех восстановительных работ, которые планируется завершить до конца текущего года, более чем 200 домов жителей Ткварчалского района будут обеспечены качественной электроэнергией. Саид Джарсалия, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. С 27 по 30 октября в Москве прошли международные конкурсы фестиваля «Величие Родины и Единство России», на которых нашу страну представляла музыкальная группа «Анасып» под руководством композитора Аиды Маланзе. Молодые абхазские исполнители заняли сразу несколько призовых мест. С юными артистами пообщалась наш корреспондент Алика Трапш. Ежегодные международные конкурсы фестиваля «Величие Родины и Единство России» объединяют вокальные и хореографические коллективы, инструментальные ансамбли и театры моды из различных регионов России и стран ближнего зарубежья. Абхазию на фестивалях представляли исполнители из студии детства и группы «Анасып». Всего в этом году в конкурсах принимали участие более 1500 человек. Сразу двое молодых вокалистов из Абхазии были удостоены дипломов первой степени в конкурсе «Единство России». Сария Бигвава с песней «Савша Квацюрызгудь» и Сандра Кварацкелия с песней «Вера». Я впервые на такой большой фестиваль поехала. Занимаюсь я где-то месяцев 10, очень мало. Я, конечно, волновалась, там очень много было участников. Там взяла первое место.
Диплом второй степени этого же конкурса вручили другой исполнительнице из Абхазии Александре Квицине за песню «Щири». Диплом первой степени также получил Саид Шамба, но уже в другом конкурсе «Величие Родины». В этой же номинации диплома второй степени удостоилась группа «Ганасып». Чтобы добиться таких результатов, руководитель музыкальной группы «Ганасып» Аида Маландзе проводит занятия с детьми 3 раза в неделю. Здесь занимаемся уже 5-6 лет, не меньше. И по вокалу у нас занятия, и по эстрадный жанр. Уже начали заниматься на каких-то инструментах. Музыкальная студия детства работает при отделе культуры администрации Сухумского района, со стороны которой оказывается всяческая поддержка юным воспитанникам детской музыкальной студии, чтобы они могли участвовать в различных фестивалях и конкурсах за пределами Абхазии. Аида Маландзе не первый раз она с успехом вывозит детей, занимает первые места, гран-при завоевывает. Это для нас честь. Очень приятно, что с флагом Республики Абхазия выступают наши дети и видят, насколько культура наша высока, какие талантливые дети у нас в Абхазии. И это делает и нам честь, и ей, и нашим детям. Воспитанники музыкальной студии детства продолжают усердные занятия по вокалу, чтобы еще не раз представить страну на международных конкурсах и фестивалях и, конечно же, занять призовые места. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 25-26 ноября в Сухуми пройдет 5-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Организаторы мероприятия Министерство культуры Абхазии, Международный фонд культуры Фазиля Искандера. В программе фестиваля 25 ноября открытие фотовыставки под названием «Фазиль и его окрестности». На ней будут представлены документальные фотографии Фазиля Абдуловича и его окружения в сопровождении аудиозаписей произведений в прочтении самого автора. Кроме того, в этот день состоится показ фильма «День жизни» или «Фазиль Искандер», заключительной части документальной трилогии о Фазиле Искандере. В столице Российской Федерации прошла очередная акция культурно-благотворительного фонда «Ашана». Сейчас фонд собирает средства для 4-летней Илины Калинджан. Вокально-инструментальный ансамбль «Каданс» выступил с благотворительным концертом в Москве. Все собранные средства, от которого были перечислены на лечение девочки. Подробности в материале нашего корреспондента Ноны Кокускир. У Илины Калинджан тяжелая врожденная травма, которая мешает ей жить полноценной жизнью обычного ребенка. Для восстановления девочки необходима срочная операция. Участники ансамбля «Каданс» во главе со своим руководителем Аликом Алавердян, а также родители юных артистов специально для проведения концерта прибыли в Москву. При этом коллектив отказался от участия в престижном музыкальном конкурсе в столице Российской Федерации в пользу благотворительной акции. Мы так с детьми посоветовались, говорим, давайте так. У себя в Абхазии мы много даем концертов в помощь, благотворительных. Давайте попробуем в Москве собрать абхазскую диаспору, дать концерт. Не знаю, не важно, сколько мы денег наберем. Да, хотелось бы больше, но чтобы все это пошло на лечение какого-нибудь ребенка, все равно какого. Все дети Абхазии – это дети Абхазии. За 7 лет своего существования ансамбль «Каданс» успел завоевать симпатии зрителей в Абхазии и не только. «Каданс» является лауреатом многих престижных международных конкурсов. Недавно ансамбль набрал 2-й состав, для которого выступление в Москве – первый выездной концерт. Зрителям в этот вечер были представлены известные зарубежные абхазские хиты. Они уже взрослые, они уже поступили в институты, уже студенты. 2-й состав набирает обороты, и где-то через полгода, месяцев через 7 уже будут выступать полномасштабно, играя и аккомпанируя себе. Концерт проходил на модной площадке в стиле лофт. Это позволило зрителям не только послушать хорошую музыку, но и немного потанцевать. В качестве приглашенных артистов выступили Милена Барциц, Лаура Сангуля и Азер Насибов. Их выступления, как и номера участников ансамбля, зрителями были приняты бурными аплодисментами. Конечно же, как всегда, больше самих артистов волнуются их мамы. Ребенку важно дать не только знания, но и привить чувство сострадания, научить подать руку помощи тем, кто в ней нуждается. Именно поэтому родители взяли на себя все расходы, связанные с организацией гастролей в Москву.
Приехали поддержать своих соотечественников, в первую очередь, благотворительный фонд «Ашана», выступить по их просьбе для того, чтобы помогать детям, которые нуждаются в лечении. И наши дети, выступая здесь, приехав с такой миссией, они учатся состраданию, учатся помогать и поддерживать другим детям, может быть, особенным в чем-то. Такова наша миссия, цель нашего приезда. Сбор средств на лечение Элины Калинджан пока продолжается. Для операции необходимо собрать 260 тысяч рублей. Нона Кукускир для абхазского телевидения из Москвы. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 6-11, днем 17-22 градуса. Температура морской воды 19 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.